Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Президент Баадрагунба приветствовал главу правительства России Михаила Мишустина на Кавказском инвестфоруме. С 19 по 21 мая в Москве проходил международный медиафорум, объединивший сотни молодых талантов из 35 стран. Бригады АЖД обновляют железнодорожные эстакады. В этом году работы начались с города Сухум. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. Его приветствовал президент Абхазии Баадрагунба. Он ознакомил Мишустина с проектом восстановления Сухумского аэропорта. Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта. Спасибо, ребята. Рады вас приветствовать у стенда Республики Абхазия. Как вам известно, экономика Абхазии динамично развивается, в том числе и благодаря поддержке и взаимодействию с правительством Российской Федерации. На протяжении 5 лет товарооборот увеличился на 60%. Очень важные инфраструктурные проекты реализуются на территории Абхазии. Один из ключевых проектов – это аэропорт города Сухум, который более 32 лет не работал. И 1 мая мы приняли первый регулярный рейс из города Москвы. Действительно, это ключевые инфраструктурные проекты, которые помогают нам развивать и туристическую отрасль, и развитие сельского хозяйства, и в целом всей экономики нашей республики. С 1 мая запущено регулярное сообщение с городами Москва, Нижний Новгород. На сегодняшний день идет реализация аэровокзального комплекса. Аэропорт обладает взлетно-посадочной полосой длиной 3140 метров, шириной 45 метров. Данная посадочная полоса позволяет принимать практически все типы воздушных судов. Очень рад, что прямое сообщение наконец открыто. Вы знаете, по поручению нашего президента мы сделаем все для того, чтобы и пассажирский поток, и туристический поток был, кстати, взаимным. Я думаю, что также интересно жителям Абхазии посещать регионы России. Вот Нижний Новгород уже прямое сообщение, и надеюсь, что будет много других. Но в добрый путь, и очень рада, что вы здесь с братскими республиками, с подразделениями наших соответствующих федеральных органов исполнительной власти, с представителями субъектов Российской Федерации. Спасибо вам огромное. Спасибо за это. Спасибо. Баадрагунба поздравил Николаса Мадуро с победой правящей партии на парламентских выборах. Этот успех является ярким свидетельством высокого доверия венесуэльского народа к вашему курсу, направленному на укрепление суверенитета, развитие экономики и повышение благосостояния граждан, отметил президент Абхазии. Баадрагунба выразил надежду на плодотворное сотрудничество между странами, направленное на углубление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурных связей. Ход расследования преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, обсудили руководители правоохранительных и силовых ведомств на оперативном совещании в СГБ. В совещании участвовали председатель службы госбезопасности Дмитрий Дбар, вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агарба и исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Руслан Ажиба. Оперативные службы МВД и СГБ ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Гуланзе и был ранен Кан Кварча, отметил министр внутренних дел Роберт Киут. Речь также шла о предварительном расследовании по уголовному делу и проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление и задержание всех участников преступления, имевшего место 9 мая в Сухуме, в результате которого был убит гражданин Гарри Авицба. Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб и своевременного проведения необходимых следственных мероприятий. Генеральный прокурор призвал усилить работу оперативных служб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий.
Премьер-министр Владимир Делба обсудил итоги работы министерств по налогам и сборам с руководителем ведомства Эдгаром Бейне. Премьер-министр подчеркнул, что государство не должно перекладывать уплату налогов только на добросовестных налогоплательщиков, при этом не обращая внимания на злостных неплательщиков. Основной упор в работе министерства направлен на выявление и постановку налогоплательщиков, первичный учет и регистрация, также изучение режимов налогообложения, по которым отчитываются те или иные налогоплательщики. Также ведется усиленный контроль по объектам строительства. Особое внимание уделяется администрированию земельного налога. Министерство по налогам и сборам нацелено на качественное улучшение работы в части администрирования с одновременной подготовкой к изменениям в налоговом законодательстве. Динамика поступлений налоговых доходов отмечена уже не первый год. Я часто об этом говорю. Если брать показатели прошлых лет, то мы достигаем их с плюсом в 15-20% ежегодно. Это достаточно устойчивые, хорошие показатели. При этом не сами ставки налогов не увеличиваются, не изменяется количество льгот или категорий плательщиков, которым предоставлены преференции и льготы. Это все свидетельствует о более качественном администрирования со стороны налоговых органов. Мы часто с вами говорим о том, что по-прежнему сохраняется высокий уровень просроченной задолженности по налогам и сборам. И при этом, с другой стороны, говорим о том, что вот у нас перевыполняются бюджетные показатели. Да, это так, да, хорошо двигается работа Министерства по налогам и сборам, но это же не говорит о том, что мы не должны, обращаться к тем налогоплательщикам, у которых есть задолженность. По ним надо работать конкретно. Не бывает же так, что налоги и сборы должны платить в основном одни и те же налогоплательщики. Это, во-первых, несправедливо, это прямо нарушает налоговое законодательство. Аналогичная ситуация и с налогом на добавленную стоимость. Мы тоже видим, что отдельные объекты еще не находят достаточного налогообложения. Налог на добавленную стоимость – оборотный налог. И с учетом того, что уже есть выполненная работа, оказанная услуга, реализованный товар, наверное, все-таки, если есть там оплата, то, соответственно, и должны быть мгновенные платежи в бюджетную систему. В отношении объектов контроля в сфере строительства здесь надо внимательно осуществить анализ и мониторинг системы уплаты отдельных видов налогов строительными компаниями. Необходимо заниматься вопросами по внедрению контрольно-кассовой техники, также усиление работы в части контроля автоматизированной системы для контроля налога на добавленную стоимость, который уже вопрос очень давно назрел. Учет и контроль за оборотом наличности – это очень важный аспект. Много наличных средств в розничной сети, очень много наличных в оптовой торговле. Это, наверное, хорошо, что оборот выручки растет, но он должен находиться под контролем. Контрольно-кассовую технику обязательно надо вводить. Это не прихоть, это не какое-то особое условие. Это меры по защите экономической безопасности нашей страны. Налогообложение должно быть справедливым для всех. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарач Хакба принял участие в заседании Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Мероприятие под председательством президента России Владимира Путина прошло в Екатерининском зале Московского Кремля, где были подведены итоги 7-летней деятельности платформы. Одним из мероприятий, проведенных при содействии платформы, стал конкурс управленцев команды Абхазии, организованный по инициативе президента Абхазии Бадры Гунба. Глава Минкульта Абхазии Даур Кови принял нижегородскую делегацию, которая приехала в республику для участия в Днях Нижнего Новгорода.
Сотрудничество между Сухумом и Нижним Новгородом открывает новые горизонты для культурного обмена и совместных проектов, отметил Даур Кови, приветствуя гостей. Стороны обсудили обмен опытом и профессиональными практиками между двумя городами. Во всех школах страны начались выпускные экзамены. Выпускникам необходимо сдать 5 экзаменов, 4 обязательных и 1 по выбору. Первый экзамен – родной язык. Среди обязательных предметов – история Абхазии. В этом году в республике 1889 выпускников, среди них 3 претендуют на золотую медаль. Не все они учащиеся Горской школы. 27 мая в 10-й школе имени Нестора Лакоба прошла сдача первого экзамена, на котором присутствовала министр просвещения Хана Гунба. Она пожелала выпускникам успешного завершения учебы и достижения новых высот. По сравнению с прошлым годом ни в плане экзаменов, ни учебной программы ничего не поменялось. За последние годы мы сдаем 5 экзаменов. Это экзамены, утвержденные Министерством просвещения Республики Абхазия. Очень рассчитываем, надеемся и проведем определенную работу над тем, чтобы в следующем году количество медалистов, желающих идти на медаль среди выпускников наших школ, было больше. Каждому выпускнику наших школ я хочу пожелать удачи, везения в жизни. Очень надеюсь на то, что экзаменационная пора принесет хорошие результаты нашим выпускникам. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и преданность профессии в связи с 70-летним юбилеем врач-нейрохирург Республиканской больницы Александр Свинухов награжден ведомственной медалью за вклад в развитие отечественной медицины. С 19 по 21 мая в Москве проходил 19-й международный медиафорум «Диалог культур», объединивший сотни молодых талантов из 35 стран. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Абхазию на форуме представляли режиссер абхазского телевидения Денис Авицба, графический дизайнер ГТРК Сослан Цвижба. О форуме и о том, какую работу представители наши коллеги в материале Алики Трапш. 19-й международный медиафорум «Диалог культуры» объединил фотографов, документалистов, медиахудожников, моушн-дизайнеров, победителей конкурсов и фестивалей со всего мира. Форум проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 19 по 27 мая. В этом году ключевая тема форума – направление «Победили вместе», посвященное 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники представили свыше 800 работ. Это рекорд: фотографии, плакаты, анимация, документальные фильмы и репортажи. Авторы рассказывают о культурном многообразии и судьбах людей. В работе форума приняли участие и наши коллеги, сотрудники абхазского телевидения, режиссер Денис Авицба и графический дизайнер Сослан Цвижба. На форум они повезли работу «Помним». Мы повезли вместе с коллегой работу «Помним», которую написал я. Снял я, помог мне смонтировать мой коллега, и второй коллега помогал именно Сослан с графикой. Это история семьи Кукускерия, и она настолько трагична, что я не мог не рассказать об этом. Мы должны это помнить. И название, само собой, как-то и повелось. Работу мы отправили на форум еще месяц назад, но презентовали мы уже ее лично, находясь в этом зале. Люди с удовольствием ее посмотрели, это было видно. И я, мне кажется, смог добиться того, чего хотел. Я увидел это в глазах людей. На диалоге культур мы столкнулись с множеством взглядов, разновидностей мнений. Нам было это интересно и нужно. Так что мы с Сосланом получили колоссальный опыт. В рамках фестиваля для участников проходили специальные мастер-классы, тематические выставки. По словам графического дизайнера Сослана Цвижба, участие в форуме «Диалог культур» стало по-настоящему ценным опытом. Площадка позволила погрузиться в мир медиа в окружении профессионалов и энтузиастов из разных стран. Во-первых, было интересно посмотреть на других героев с других стран. Там было очень много фильмов, анимаций, репортажей. Также лично для себя я нашел там новых друзей. Мы все эти 4 дня были вместе, работали сообща. Нам давали тему, мы должны были снимать и людей, спрашивать, брать интервью у них. Мы должны были как коллектив вместе сработаться и создать что-то вместе. В общем, это было очень интересно, увлекательно, лично для меня, как для дизайнера тоже.
Там были графисты тоже, мы с ними помогали друг другу разобраться в стилях. В общем, было очень интересно. Что больше всего мне понравилось, мы были на Мосфильме. Гигантские павильоны, то, где снимают эти русские фильмы, где проходит сериал. В общем, было крайне интересно. Мы даже лично познакомились с Кареном Шахназаровым. Да, мы даже вопросы задавали ему. В общем, было очень интересно, увлекательно. Они в этом году нам, наоборот, больше постарались нас включить во все мероприятия. Диалог культур – это уникальная возможность представить свои креативные проекты широкой аудитории, обменяться опытом и идеями, а также получить экспертную оценку признанных мэтров журналистики. По словам Сослана Свижба и Дениса Авицба, форум вдохновил их на новые идеи. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Гражданина Абхазии Инала Сабеки обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта, а также ввозе на территорию республики наркотиков в крупном размере. Также сотрудники милиции продолжают оперативно-профилактические мероприятия по выявлению посевов запрещенных растений. Подробности в материалах пресс-службы МВД. Жителю Голорыбского района Сабеке Иналу Иналовичу 1999 года рождения предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта, а также ввозу на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере. По материалам уголовного дела гражданин Сабеке незаконно приобрел на территории Российской Федерации в городе Адлер наркотическое средство метадон, после чего ввез запрещенное вещество на территорию Абхазии. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники УРМВД, уголовного розыска УВД по Гагрскому району, в результате чего провели задержание вышеназванного гражданина после прохождения государственной границы совместно с сотрудниками оперативного подразделения таможенного поста ПСО. Уголовное дело расследует следственный отдел Гагрского РУВД. Обвиняемый содержится под стражей. В Ткуарчалском районе в результате профилактических мероприятий были выявлены посевы запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия растений, в результате чего уничтожено порядка 800 корней насаждений мака, которые на момент исследования находились на ранней стадии вегетативного развития и наркотических алкалоидов не содержали. Оперативно-профилактические мероприятия в целях предупреждения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств путем переработки наркосодержащих растений, провели сотрудники УРМВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Ткуарчалскому району и пункта милиции в селе Агубедия того же РОВД. Согласно указанию руководства МВД, предупредительная работа по пресечению выращивания и последующей переработки запрещенных к возделыванию растений в целях изготовления, потребления нарковеществ и распространению таковых проводится по всей республике. Постановлением по делу об административном правонарушении УГАИ МВД лишен права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев житель села Звандрипш-Амичпа Амир Даурович. Водитель, двигаясь по республиканской трассе со стороны ПСО на автомобиле Nissan с нарушением правил дорожного движения в районе ЖД вокзала в городе Гудаута допустил ДТП, а также создал аварийную ситуацию с угрозой наезда на пешехода. Ежегодно к летнему сезону бригады АЖД обновляют железнодорожные эстакады. В этом году работы начались с Сухума. В столице очистят и покрасят 6 эстакад. Дальше работы будут продолжены в Новом Афоне, Гудауте и Гагре. Подробности в материале Гунды Шоуа. Эстакада – железнодорожный путепровод, проходящий практически по всей территории столицы. При строительстве железной дороги на территории Абхазии в Сухуме было решено ввести дорогу по насыпи на эстакаде. Скорее всего, это объяснялось особенностью местности, изоляцией железной дороги от городской среды, а также отсутствием препятствий для городского транспорта и людей. Железнодорожный путь был проложен по эстакаде, имеющей интересное архитектурное исполнение. Специалисты Абхазской железной дороги приступили к сезонным работам по обновлению железнодорожных эстакад. Как видите, ведем подготовительные работы. Сейчас чистим, потом будем мыть. И после приступаем к покраске. Приблизительно по времени нам в районе 2 месяцев займет здесь по городу. Также у нас есть еще в Афоне железнодорожные эстакады. Туда перейдем, когда уже здесь закончим, будем красить там. Эти работы велись в 2018 году, мы эту покраску делали, в 2022 году и вот сейчас. Планируем также
вот верхнее строение пути вы видите здесь на эстакадах, также его привести в порядок. Первым на очереди город Сухум. Здесь очистят и покрасят 6 объектов, общей протяженностью более 1 километра. После завершения работ в столице обновление эстакад будет продолжено в новом Афоне. На данном этапе ведется уборка прилегающей территории, после которого приступят к покраске перил и основания моста. Все работы Абхазская железная дорога проводит за счет собственного бюджета. С трудностями как таковыми нету. Мы в нижней части, когда находимся, у нас техника, здесь вышка, вот, перекрываем где дорогу, также с ГАИ мы письмо направили, они нам содействие оказывают, вот, чтобы безопасность на автомобильном транспорте, чтобы сверху ничего не падало, также мы просим их, и они нам содействие оказывают. Параллельно бригады АЖД расчищают искусственные сооружения, водопропускные трубы, лотки, подпорные стенки, селеспуски и тоннели. Все работы выполняются в строгом соответствии с нормативными требованиями и стандартами безопасности с привлечением специальной техники. В конце будет результат виден вам, люди будут радоваться. Это для нашей страны, для нашей родины, для жителей нашей Абхазии, для города Сухум. Когда красиво будет, всем будет приятно. Комплексный подход к подготовке к летнему сезону позволяет АЖД минимизировать риски, связанные с погодными условиями, и обеспечить бесперебойное функционирование железнодорожного транспорта на территории Абхазии. Регулярное обслуживание и обновление инфраструктуры являются залогом безопасности и комфорта пассажиров, а также способствуют развитию туризма и экономики страны. Кундашова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. На набережной Сухума, где обрушился ливневый коллектор, завершены ремонтные работы. Здесь уложили и новый асфальт. Работы ведет спецдорстрой. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 28 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.